Всем привет! Вы на канале Illumination. Сегодня я расскажу вам, как играть в сумасшедших восьмерок. Сумасшедшие восьмерки — это популярная карточная игра с очками, которая похожа на диких валетов. И поэтому я расскажу только отличия между этими играми. До сюда. Итак, старшинство карт это туз, твой, который четверка, пятерка, шестерка, семерка, девятка, десятка, валет, дама, король, восьмерка. То есть туз самая младшая карта, а восьмерка наоборот самая старшая. Итак, количество игроков тут 2, 3, 4 или 5. Цель игры — заставить одного из своих противников набрать как минимум 100 очков. Чтобы закончить партию, хотя бы один игрок должен набрать 100 очков, потом владелец наименьшего количества очков выигрывает партию, а каждый противник того игрока проигрывает. Итак, сначала игрок, он, короче, вот так вот перемещает, ну, как сказать, короче, перемещает колоду и оставляет вот такой след из карт. Потом каждый игрок берет одну карту отсюда. И тот, у кого самая младшая карта, становится с датчиком. Потом в следующих раундах с датчиком становится игрок, который идет следующим по часовой стрелке. Каждый игрок получает 5 карт одной карты за раз. Потом раскрывается высшая карта остатка колоды. Остатка колоды. И остатка колоды. Но сдатчик прячет высшую карту в колоде, затем вкладывает следующую высшую карту, если первая высшая карта будет восьмерка. И еще восьмерка является единственной спецкартой. Ее можно положить на любую карту. Владелец восьмерки должен выбрать одну из 4 мастей. Следующий игрок должен положить карту выбранной масти. То есть это как дама и валет. То что? И еще, если игрок не может положить карты, он должен брать отсюда карты до тех пор, пока у него не будет подходящей карты, либо до тех пор, пока не получит шестую карту, даже если у шестой карты не соответствует ранг или масть. Так. Итак, точно. Стоимость в карточках. Тузы дают 1 очку. Карты от двойки до десятки дают очки по номиналу, то есть там 2 это 2 очка, 3 это 3 очка и так далее. Все картинки, то есть валеты, дамы и короли, дают 10 очков. Ну и наконец восьмерки дают 50 очков. Это что, да. То есть тузы дают наименьшее количество очков, а восьмерки наоборот наибольшее. Так что да. Итак. И что еще сказать?
точно, если еще игрок, который должен положить карту, короче, после того, как, короче, э, после выбора масти для восьмерки, для следующего игрока, следующий игрок может положить не только карту выбранной масти, но и другую восьмерку. Так что да. Итак, думаю, я рассказал вам все про эту игру. Здесь, ну как сказать, я рассказал вам все отличия. Помимо этих отличий, игра, принцип игры, короче, игра, короче, принцип, короче, помимо этих отличий, сумасшедшие восьмерки, короче, имеет принцип, короче, одинаковый принцип с принципом карточной игры дикие валеты. Так что да, если вы умеете играть в диких валетов или там 101, то вы легко научитесь играть в сумасшедших восьмерок. Итак, ну, короче, принцип игры очень похож. Так же, как и принцип. Короче, надеюсь, вам понравилось это видео. Надеюсь, вы поняли, как играть в сумасшедших восьмерки. И так как мне больше ничего сказать, я на этом завершаю видео. Так что всем пока.